Спонсор передачи «Город женщин» – дом ткани «Якутюрье». Здравствуйте, дорогие телезрители! И как всегда, среда, и с вами «Город женщин». И сегодня мы, как всегда, будем стараться нести позитив и добро хотя бы в рамках нашей студии, но и также постараемся передать это вам. Ведь тема нашего эфира сегодня – это «Твори добро». Девочки, вот такой вопрос невзначай у меня возник. Как часто вы делаете добрые дела, занимаетесь благотворительностью, возможно? Так громко, что благотворительностью. Ну, смотря что рассматривать в этом ключе. Подарить кому-то подарок или там кому-то помочь финансово. Ну, конечно, бывают такие вещи. Ну, я считаю, что вообще на эту тему как-то, да, точно громко не говорят, но бывает, что можно не просто вот деньгами, да, помочь человеку, советом, поддержкой. Я считаю, что это тоже благотворительность, так что я, можно сказать, иногда этим занимаюсь. Отлично. Но сегодня в нашей студии будут потрясающие гости, которых можно назвать героями нашего времени. Ну а почему, мы узнаем сегодня. Поехали? Поехали. Итак, еще раз напоминаем, что тема нашего эфира «Твори добро». И сегодня мы поговорим на такую тему, как благотворительность, как правильно принимать какие-то добрые поступки. И вообще, стоит ли обращаться к кому-то, если ты нуждаешься в тех или иных моментах. Ну и перед тем, как мы переступим к этой замечательной теме, мы предоставляем слово нашей любимой, дорогой нашей Машеньке. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, поскольку сегодня среда и рубрика «Лайфхак», опять я буду делать из того, что у меня осталось или не осталось, какие-то нужные штучки. И сегодня, в преддверии последнего дня зимы, официального, календарного, завтра уже март, и мы готовимся к тому, что наконец придет тепло, буду делать небольшой такой аксессуар на шею. Ну, можно назвать воротником, можно назвать шарфом. Он будет на 2 пуговицах и иметь такую декоративную и в то же время утепляющую. И можно будет в офисе одевать, если вам будет прохладно. Потому что если ты не полюбишь себя, другим людям ты помочь не сможешь. Поэтому, действительно. Да, будем к себе тоже относиться хорошо. Нам нужна будет полоска ткани. Вот у меня небольшой остаток есть. Нужно ткань длиной 65 сантиметров и шириной 20-25 сантиметров. Вот у меня здесь, по-моему, 25. И шириной 60. Я отрезала 5 сантиметров. Обрезаем кромку. Кстати говоря, если вы что-то делаете, вот у вас остается кромка, лучше ее срезать всегда. Потому что кромка дает очень сильную усадку при стирке. Если вы постираете, то она у вас подсядет, и с этого края изделие всегда будет сжатое. Это требование такое обязательное. И берем теплую подкладку. Я вот взяла, ну это, конечно, не остаток у меня был просто большой кусок флиза. Я из него делала штаны дочери. И вот у меня просто как на всякий случай есть. Осталось такой небольшой. И его тоже выкраиваем. У нас будет эта изнанка. Мягенький, к лицу, так сказать. Самое главное, тепленький. Тепленький, да. Ну вот я показывала перед передачей нашему режиссеру эту штучку. И она говорит, как хорошо, как оригинально. Ну, как мы назовем эту штучку, Маш? Ну это все-таки воротник. Теплый воротник вообще. Сейчас. Снуд, нет? Ну, снуд все-таки это больше вязаное, это такое изобретение скандинавского толка. Вот. Ну, все, что нам, я очень люблю это делать, вырезать. Это убираем. Вот у нас получился вот такой прямоугольник. Теперь нам нужно по всему периметру его стачать. И у нас нужно будет сделать, в конечном итоге, когда мы его будем застегивать, у нас он вот так застегиваться будет. И вот так будет 2 пуговицы. Вот таким образом. Ну, вот мне остается только сострочить. Сейчас у меня тут рояль в кустах, швейная машина. У Маши все под рукой. Да. Даже под ногами, если быть точнее, да? Совершенно верно. Так, ну мы складываем, естественно, мы вот флис берем
такой вот какой ворсистой поверхностью, чтобы он нам был к лицу. Поэтому стачиваем мы произведение наше вот такой вот мягкой поверхностью. И лицом к лицу складываем. То есть если мы берем за основу лицо, вот эту вот ворсистую часть, то мы прикладываем лицом к лицу. Я обычно не скалываю, ну просто уже глаз наметанный. Можете, вам, вернее, необходимо будет, конечно, воспользоваться булавками. Иголочками. Иголочками сколоть изделие. Можно еще, как говорится, ножевульками, да? Ну, сметать можно, да. Сметать с метком. ножевульками. Наживулькать. Ой, такое Наживулькать. хорошее, милое слово. Наживулить. Ну, мы, наверное, все-таки лучше сметаем. Для этого нам понадобится иголка. И иглы нужно брать. Кстати говоря, вот для сметывания, вот сейчас как-то люди пренебрегают этим, а вообще для сметывания лучше брать иглы более длинные. 3, 5 с длинным ушком, потому что они предназначены как раз для ручных работ такого типа. Короткие иголки, как правило, подшивочные. То есть это если так, мы сметываем изделие и оставляем небольшой, знаете, как в подушках, вот когда вы наволочку сшиваете, у вас в подушке, для подушек остается небольшое отверстие, чтобы вывернуть потом нам наше все изделие. Мы сейчас приметаем. Итак, ну как всегда, мы оставляем Марию нашу за своим любимым делом. Она у нас создает, творит. И в конце нашего эфира мы, как всегда, подведем итоги лайфхаков от Маши. Ну и мы напоминаем о том, что тема нашего эфира – это «Твори добро». И сегодня в эту студию мы приглашаем знаменитого фотографа Вадима Руфова. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. 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 Добро Наверно, пожаловать в город да. женщин. Добро пожаловать в город женщин. Мы очень любим, когда нас навещают именно мужчины. И вот вопрос, наверное, у многих телезрителей. Почему вдруг фотограф появился на теме «Твори добро»? Но все очень просто, ведь Вадим известен не только как фотограф, да, который фотографирует различные мероприятия, модели и так далее. Он с недавних пор стал, Настенька, подскажи, чем заниматься? Смотрите, вот, да, Даша, ты правильно сказала, что большинство людей, наверное, ваше имя, фамилию ассоциируют с вашими популярными фотографиями, да, но немногие люди в курсе вашего социального проекта. Да? Мы знаем, у вас есть социальный благотворительный проект. Расскажите, пожалуйста, немножко о вашем проекте, когда это возникло, почему возникла у вас такая идея и как долго? Возникла такая идея, потому что, наверное, я с детства как-то относился к людям, ну, ко всем, да, вот, будь ты полностью здоров или С ограниченными да, с возможностями. ограниченными возможностями, всегда как-то вот, по-человечески, наверное. Вот. Ну, это не значит, что жалостливо, да, а как-то вот, ну, все люди одинаковые, да, вот, получается. И я видел, что у некоторых людей, в основном молодых, есть какие-то, ну, барьер какой-то стоит такой, вот, который они не могут обойти, или, вот, и для них сложно выйти в свет, показаться людям, и они все время, ну, сидят то ли дома, ну, они зажатые такие. И они такие же люди, как и мы все вместе, да, и они тоже имеют право гулять по городу, допустим, ходить по ресторанам, там, по клубам, допустим, да, вот. И с такой целью, наверное, я начал заниматься этим. Вот. То есть ты захотел просто осветить, да, людям о том, что жизнь у людей с какими-то ограниченными возможностями, да, или у людей особенных, да, каких-то, а у них жизнь протекает, в принципе, так же, как и у нас. Да. Вот у меня возникает такой вопрос. Вы выкладываете фотографии в вашу социальную сеть, ваши сети социальные, и как люди реагируют на фотографии с необычными людьми? Какая реакция у обычных людей? Ну, это вот раньше, наверное, было, что они, грубо говоря, тыкали пальцем на таких людей, да, вот, ну, насмешки, наверное, какие-то были. Ну, или я вот пока в детстве, допустим, ну, все время такое замечал. Вот, а потом, когда вырос, стал взрослым человеком, допустим, да, и начал замечать, что люди как-то более
ну, по-человечески относятся, оказывается. Да, И- да, то есть в наше время, получается, люди стали более открытыми, да, Да, к людям с ограниченными возможностями. Да, ну вот с детства, наверное, все равно вот у людей есть какие-то вот такие вот, ну, все равно тут тыкают пальцем, да, и это все равно остается у людей. Вот. да. Они становятся Боль. домашними совсем. Вот. И чтобы перебороть, вот. Ну вот сейчас телезрители могут воочию посмотреть ваши работы, и многие из них уже стали практически брендом нашей республики, ведь благодаря тому, что вы вывели в свет, да, вот таких уникальных людей в нашей республике, многие из них получили такую, так сказать, популярность. И вместе с ней возникает и тема благотворительности, да? Ведь вы не ставите перед собой, да, или ставите все-таки цель вот выложить фотографию, к примеру, да, и собрать какую-то финансовую помощь? Или вы все-таки просто выкладываете, а дальше уже следом идет какая-то активная позиция именно зрителя? Это, наверное, очень многих вопрос, да, волнует? Да, Это вы да. пиаритесь за их счет или Мне что? Или часто говорят, помогаете? в основном мои коллеги так говорят. Вот, на самом деле я деньги зарабатываю на других съемках. Вот, будь то свадьбы, там какие-то семейные, да. Вот, а на таких съемках я деньги, можно сказать, свои трачу. Вот. Да. Ну, те же переезды, подготовки, там, находить спонсоров, каких-то вот, договариваться с чем-то, прокат одежды, ну, все-все-все. Вот. Там достаточно, ну, да, немалая сумма уходит. Ну, то есть мы все-таки сегодня сломаем этот стереотип, что все-таки вы используете свою работу в первую очередь ради пиара. Все-таки нет. Это же творческая работа, да? Да. Фотографы — это как художники, те же, как, ну, как и все, у кого-то должно быть что-то, вот, которое приносит тебе именно удовлетворение. Да. Вот. Я вот снимаю вот такие съемки и для себя, вот, как говорится, ловлю кайф. Вот. То есть вы таким образом помогаете, верно? Да, стараюсь. А у меня вот такой вопрос возникает. Вы тесно общаетесь с людьми с ограниченными возможностями, да, с людьми, которые не похожи на других людей. И как же их жизнь протекает? Допустим, не все в курсе того, что как вот живут люди. Да? Допустим, не у всех есть такие знакомые, друзья или родственники. Можете, пожалуйста, немножко рассказать про их жизнь? Ну, в основном люди, они, ну, как уже сказал, домашние. Или если кто живет в интернате, они вот, ну, особо на улице не выходят, у них комплексы. Вот. И надо... Я вот сейчас жалею, что не учился на психолога, что ли. как-то так. Да. То есть И- вам бы это способствовало, да? Да, и как при разговоре я стараюсь людям как-то дать надежду на что-то. Это как пастырь в церкви, что ли. Спасибо большое. Мы продолжим эту интересную беседу. И мы продолжаем эфир «Города женщин», и тема наша сегодня «Твори добро». До ухода на рекламу мы познакомились с Вадимом Руфовым, известным в республике фотографом, который по воле судьбе и по воле своего долга оказывает различные благотворительные акции. И у него это, кстати, неплохо получается. Скажите, пожалуйста, Вадим, вот мы знаем, что у вас есть серия фотографий, в которых присутствует, допустим, отец многодетный папа, да, который воспитывает детей один, пожилая Люди. парочка, да, вот скажите, пожалуйста, как именно можно вот этим людям помочь, да, как вот именно на них выйти, или как это все-таки сделать? Вообще, как фотосессия таких людей может как-то им помочь? Ну, я начну, наверное, с какой целью я это снимал, да? Вот, Да. Допустим, вот пожилую пару я снимал просто потому, что у нас в последнее время молодежь почему-то как-то несерьезно относится к серьезным отношениям. Вот, Да. рано выходят замуж, потом разводятся, как-то при людях о своих супругах плохо говорят, отзываются. Вот. А тут просто великолепные люди, которые 55 лет прожили, вот, и они до сих пор, у них как будто конфетно-букетный период. Вот. Да, я вот хотел именно пропагандировать вот такое чистое отношение, вот, чтобы уважение какое-то было у друг друга. Вот. Если раз уж ты берешь человека замуж или выходишь, вот, да, вот, будь добр,
относись. Цени отношения. Да, вот как-то вот так. Потом вот Виктора Романова я снимал вместе с моим другом Василием Петуховым. В Нанс ездили это в прошлом году. Вот. Он родился здоровым ребенком. Потом в 3 года заболел гриппом тяжелым. Вот в то время птичий, то ли какой-то вот такой грипп был. И так получилось, что его парализовало. И потом он каждый день занимается спортом. Он, ну, у него как бы руки, ноги плохо работают, да? Вот, несмотря на это, он старается вот, встать на ноги. Этим я вот хотел показать, что чтобы молодежь наша занималась спортом, они ну, как совершенно здоровые люди курят, пьют, как-то вот. Не ценят свое здоровье, вот которое им поэтому имеется. вот так вот. Потом, почему я снимал отца-одиночку? Потому что все говорят, ну, как бы это грубо не звучало, но мать-одиночка это уже как бы просто стандарт стал, да, вот у нас. Очень много таких. А я думаю, что даже вот по сравнению, ну, как моя жена, у меня 2 детей, да, моя жена относится к своим детям как-то по-другому, чем я. Вот отец и мама, они по-другому относятся. Вот. И, на мой взгляд, отцу воспитывать детей, тем более девчонок, намного сложнее. Вот, Конечно, да. И вот хотел этим, наверное, показать, что ну, отцы на многое способны. Вот, несмотря на то, что говорят, там, ну, отцы уходят. Спасибо большое, Вадим Рупов. Вы действительно творите благие дела, и мы желаем вам удачи в вашей творческой карьере. И, конечно, ждем ваших новых потрясающих и полезных работ. Спасибо большое, что пришли в наш... Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И совсем недавно прошел замечательный праздник, 23 февраля. И наш корреспондент, дорогая наша Маргарита, попробовала на себе одну из самых мужественных профессий. Внимание на экран. Сейчас я нахожусь в специализированной пожарно-спасательной части города Якутска. Узнаем, справлюсь я с этой профессией или не справлюсь через несколько секунд. Проводником в неизвестный мне мир стал Егор Юрьевич, который работает уже 13 лет в этой сфере. Наша служба заключается не только в тушении пожаров и спасении людей, а также предотвращении чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, ну и соответствующей помощи гражданскому населению. В состав караула входит 21 человек. Прошу заметить, девушек здесь нет. Вот сейчас продемонстрируем, как происходит один из отработок нормативов – одевание боевой одежды. За 60 секунд машина должна уже выехать, потому что каждая минута – это чья-то жизнь, и медлить ни в коем случае нельзя. А мне что, сейчас тоже надо будет так же сделать? Да. Прям вот за 25 секунд? Да, 25-30 секунд. Старт, внимание, марш. Боже, какая же тяжелая обувь! Какой же тяжелый комбинезон! Как вы вообще это носите? Ох, говорила мне режиссер, не кушай перед съемками. А тут не может застегнуть. Все, точно тоналкой все измажем. А он-то быстрее. Но ничего, сейчас догоню. Ну, или не догоню. Делай. Все застегиваются, все лямки потом достать. Вот, куртка. Руки прибивай. И куртка тяжелая. Так, ага. И ремень. Разворачивайтесь. Ну, правильно, разворачивайтесь. Капец, он тяжелый. Он же очень тяжелый. Полное обмундирование. Я такого вообще не ожидала. Все, я теперь пожарный. Поднимаете руку, что... А зачем руку поднимать? Что, норматив выполнен. Ничего страшного. 1,5 минуты тоже результат. Тренироваться. А теперь надо забраться в машину. Полное обмундирование весит 20 килограммов. 20 килограммов, чтобы вы понимали. Все это укладывается в норматив одной минуты. Старшее отделение. А здесь как VIP, да, получается? Сюда намного сложнее.
Руку туда, чуть-чуть подтягиваться. Не так уж это и сложно. Подождите, а как же спуститься-то? Я не слезу сестра. Я не прыгну. Я боюсь. Подождите. Я не смогу. Тут очень высоко. Подождите. Раз. 2, 3. Я не буду. Вызывать всех, снимать. Подождите. Я просто боюсь высоты. Фу. Мамочки. Фух, ну, теперь к шлангу. До шланга я так и не добралась. Пусть это останется на плечах настоящих мужчин. Приборы. Ну что ж, мы узнали совсем маленькую часть этой профессии, ведь она намного сложнее, намного труднее, чем может показаться на первый взгляд. Мне кажется, вот я сейчас стою, на мне целая тонна, поэтому уважайте труд наших мужчин и цените их еще больше. Боже, если бы вы знали, в жизни Рита такая маленькая, хрупкая. Я не представляю вообще, как она туда влезла. Но на самом деле, правда. Вот есть там шпалоукладчицы, какие-то профессии. Говорят, их осваивают сейчас женщины. Мне все-таки кажется, что какой-то труд должен быть мужским. Может быть, я сейчас феминисток обижу, но должно быть какое-то мужское занятие, которое мы должны уважать. И пусть это будет мужское. Итак, дорогие телезрители, мы с вами я Анастасия Кондакова, учитель английского языка, и рубрика «Английский вместе со мной». Итак, я бы хотела начать свою рубрику с того, что можно запоминать слова очень быстро и легко, да, за короткий срок. Очень большое количество слов. Итак, скажите, пожалуйста, девочки, вы помните, да, как надо было запоминать? Ну, у меня только один метод ассоциации хорошо отложился и имеет, кстати, он очень такой у меня прогрессивный, так сказать. Ага. Я прям увлеклась. Я хочу напомнить девочкам и телезрителям о том, как именно нужно запоминать слова. Итак, допустим, у меня есть слово charity, да, так как тема сегодняшняя у нас благотворительность. Мне нужно запомнить это слово. Итак, что я делаю? Я произношу это слово вслух, charity. У меня, допустим, ассоциация с этим словом chair, да, как вы видите, вот здесь вот chair. Chair – это значит кресло, да. И что я делаю? Я не только придумываю ассоциацию к этому слову, да, в виде вот chair, а мне нужно связать перевод этого слова вместе с английским словом, да. Допустим, я сижу на стуле, on a chair, и делаю благотворительность. То есть мы связали слово charity, да, которое похоже на слово chair, и слово благотворительность. Сижу и делаю благотворительность. Да. Таким вот образом мы с вами запоминаем. Таким вот образом у меня, допустим, ученики запоминают за минут 10-15 30 слов. Да, то есть они просто один раз проходятся по всему списку, придумывают ассоциации, записывают, и дальше они уже все это очень быстро запоминают, да, и надолго. Итак, следующее, что мы с вами должны сделать. Итак, я приготовила для вас, дорогие телезрители, и для моих соведущих такие слова. Да? Ну, charity. Да? К charity у нас я придумала ассоциацию как chair, да, стул, сидеть, да, заниматься благотворительностью. Да, я сижу на стуле, занимаюсь благотворительностью. Итак, следующее слово take care. Как вы думаете, как это слово переводится, take care? Ну, я знаю. Ага. Маша, знаешь? Нет, не знаю. Итак, take care у нас, смотрите, take care, ну, take слово все знают, наверное, да? А care можно запомнить на, ну, слово вот прическа, да, каре. Похоже? Care и каре. Мне кажется, похоже. И мы можем таким вот образом запомнить. Я забочусь о девочке
у которой прическа каре. Девочка из каре, да, можно так сказать. И take care переводится заботиться. Так, следующее слово. Raise money. Raise money. Ну, raise money у меня ассоциируется со словом, ну, money, наверное, все знают, да? Поэтому к слову raise у меня ассоциация рис, да? Но здесь не просто рис, да, как мы его видим в исходном материале, а здесь у нас рисовое поле, да? Итак, мы видим, значит, как на рисовом поле собирают рис, да? А слово raise переводится собирать. Да? И таким вот образом мы складываем raise money, или, ну, вообще, собирать. Сбор денег. Да, сбор денег, собирать деньги. Так, следующее слово donate. Да, donate. Вы, наверное, вот кто посещает сайты, наверное, замечали у блогеров там или вообще у любых сайтов, что... Итак, дорогие телезрители, мы с вами уходим на небольшую рекламу. Встретимся с вами через пару минут. Не переключайтесь. Итак, дорогие телезрители, вы смотрите «Город женщин», и тема нашего эфира «Твори добро». И тема моего урока тоже касается этой темы – благотворительность. Итак, у нас осталось одно слово, и это слово «donate». Да? Вы, наверное, на сайтах различных или у блогеров, наверное, замечали, что там такое есть слово «donate». Так что же означает «donate»? Это переводится «жертвовать», да? То есть давать на благотворительность деньги. Да? Ну, у меня, допустим, с этим ассоциации, да, у каждого человека могут быть свои ассоциации с этим словом, ну а мое вот именно с этой кнопочкой на сайте. Итак, получается, чтобы сказать жертвовать деньги, либо давать деньги, мы говорим donate money. Donate money. Итак, хорошо, итого мы с вами выучили, запомнили 4 слова. Давайте еще раз повторим, наверное, да. Слово charity, у меня ассоциация со словом chair. Да, то есть я сижу на стуле и занимаюсь благотворительностью. Дальше take care, слово переводится как, ну, у меня ассоциация с девочкой каре, у которой прическа каре. Я говорю, я забочусь о девочке с каре. Да, я говорю take care, заботиться. Дальше следующее слово raise money. У меня ассоциация слова raise с рисом. Люди ходят, собирают рис. Raise money, собирать деньги. Дальше donate money. Да, donate, ну, у меня ассоциация вот именно с этим сайтом, поэтому такая вот картиночка, да. Donate money переводится жертвовать деньги. Вот таким вот образом. Итак, девочки, сейчас я вам скажу, нам не только, я хочу сказать, да, напомнить телезрителям и всем, что не просто важно понимать с английского на русские слова, да, понимать на слух английские слова, но и очень важно, конечно же, говорить на нем, да. Так что я сейчас вам буду говорить русские предложения. Да, а ваша задача перевести эти слова по-английски. Итак, пожалуйста, Даша, можешь перевести? Я хочу пожертвовать деньги. Пожертвовать деньги? Да, я Это хочу. вот слово с этой доски. Да. Donate money. Ага. Я хочу. I want to donate money. Хорошо, молодец. Так, Маша, переведи, пожалуйста, предложение. Виктория собирает деньги. Victoria raise money. Хорошо, замечательно. Так, ну-ка, Даша, людям нужно заботиться, допустим, о животных. Заботиться? Да. People should take care of animals. Animals. Замечательно. И на этом все. Отлично. Спасибо большое, Настя. Как всегда, радуешь нас. И, конечно, мы благодаря тебе изучаем английский язык все больше и больше. Ну и мы продолжаем наш эфир. Сегодня в студию мы приглашаем Викторию Николаеву. Это основатель некоммерческого благотворительного проекта «Твори добро». Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. 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 Ну, вас знают многие. Я сразу скажу, вы у нас личность такая знаменитая. Но знамениты вы не какими-то творческими, да, подходами, не тем, что вы актриса или певица, а вы знамениты благим делом. Ведь вы являетесь основателем некоммерческого благотворительного проекта. И вот расскажите, пожалуйста, про свой проект. Что за проект «Твори добро»? Ну, «Твори добро» я вообще создала в 2013 году.
Все началось с того, что у меня была соседка, это в Алданском районе. И я постоянно видела, как она ходит, ну, в грязной одежде, и такой, ну, не модный, ничего, обноски. В рваных Да, джинсах, рваные говорили? джинсы, грязные вообще. Потом я решила с ней подружиться и зашла, ну, заходила в гости постоянно. И видела грязную посуды не было так-то. И одежды вообще не было, даже бытовой химии, вообще ничего, постельного белья. Ну, то есть в таких неблагополучных условиях. Да, жила. да. Она вообще сама сирота, приехала с Улан-Удэ, и мне как-то ее очень жалко стало. И потом, через время, она забеременела, и я захотела ей помочь. Забеременела, и тоже у нее проблемы были с документами. Паспорта не было, и она также свидетельство о рождении не оформила без паспорта. И я решила помочь ей, собрала вещи для ребенка, ну, питание детское, ванночки, постельное белье, продукты. Это в 2013 году. Это был первый случай Да. вашей помощи. Ну, И вы вообще, как-то, наверное, как для себя вот, ну, первый раз помогли. И что, какое вот чувство ощутили? очень хорошее, как будто камень с души. Я сама в такой многодетной семье родилась, ну, росла даже. У моей бабушки 10 детей и 48 внуков. Виктория, вот скажите, пожалуйста, а что же это такая за организация «Твори добро»? Чем она занимается, кому она помогает? И вот вкратце про организацию расскажите, пожалуйста. Ну, вообще я создала эту группу для сбора БУ вещей, потому что у многодетных же много детей. Я не требую в группе новые вещи, да, я собираю БУ только вещи. Ну, кто-то приносит там новые вещи, кто-то жертвует там деньгами. Но я деньги тоже не собираю, потому что это надо отчитываться, ответственность вообще надо. Ну, собираем деньги только на рейды. Я вот проект создала, новый рейд. Это я ездила по семьям. Максаллах ездила, вот мамочки-одиночки с 5 детьми. Деньги собираем только на бензин, на продукты и все. А так вот миллионы не собираю. Может, некоторые так думают. Ага, скажите, пожалуйста, а скольки семьям вы уже помогли? Вообще, с Можете 2013 года, наверное, около 200. 200 семей? Ну, Алданский район и Якутск. вместе. 2013 это получается за 5 лет, да, уже? Да. Ну, просто молодец. Когда начинала, я еще была студенткой. То есть, смотрите, Колледж. мы так понимаем, это страничка «Твори добро» в Инстаграме, и вы призываете людей пожертвовать, да, допустим, или помочь людям, которые находятся, семьям, которые находятся в трудной ситуации. И как люди, вот сколько людей, охотно ли люди вообще отзываются на призыв о помощи, скажите? Ну да, вообще очень много людей. То есть мир не без добрых. Да, Ну, ведь да, действительно, у многих, наверное, есть желание помочь, но мало кто знает, куда обратиться. Вот у меня порывов помочь очень часто бывает, да? И многие, знаешь, откладывают это все так. Да. Ну, ладно, в следующий раз там свяжусь, куда-нибудь отвезу, пусть пока соберутся эти вещи. А ведь нужно знать этого человека, обратиться, и все это можно быстро организовать. Ага. Вот поэтому у нас есть вот такая замечательная Виктория. Спасибо. Виктория, скажите, пожалуйста, ну, наверное, возникает у всех и у телезрителей, да, такой вопрос. Ведь неспроста человек начинает помогать другим людям, да? Существует такое мнение, что познав на себе беду, да, ощутив на себе какое-то вот горе, да, ты как бы лучше понимаешь людей, которые тоже, ну, там, не знаю, Да. находятся. Вот, расскажите как-то вот, с чего все началось, или как вы решились, Что и как побудило, вы да? помогаете, да? Что побудило? Я сама родилась в многодетной семье, рассказывала. У меня отец был инвалид второй группы, и мама работала на 3 работах. Я знаю, что такое это воспитывать очень много детей, когда мама одна работает. И у нас в деревне, когда я вот начинала в деревне, у нас очень много таких семей, и мне очень жалко детей. Я хочу, чтобы они росли, ну, имея все, игрушки, питание, одежду. А то очень плохо смотреть, очень жалко.
на таких грязных детей. Хорошо, а вот такой вопрос. Одно дело, когда ты помогаешь, то есть у тебя есть единомышленники, у тебя есть ну, вот, люди, которые поддерживают тебя, и у тебя есть самая главная идея, и ты идешь к ней. А вот как, допустим, если с другой стороны медали посмотреть, как часто люди обращаются? Ведь зачастую, наверное, стесняются, скромничают, может, немножечко есть чувство, ну, какой-то вот стыдобы, да? Вот как часто обращаются в ваш фонд люди, вот именно многодетные, к примеру, семьи? Ну, очень много. Бывает даже очень такие неприятные письма. Ну, оплатите нам аренду за жилье, все такое. Я ну, в игнор ставлю такие, потому что у меня же не коммерческая организация, я не миллионер, чтобы помогать всем деньгами. Вот очень много людей пишут там, помогите нам вещами, помогите продуктами. Я всем отвечаю, всем хочу помочь. Вообще, получается, по городу очень много людей, которые нуждаются в помощи. Очень много. И вот возникает отсюда следующий вопрос. Вот многие люди, да, недооценивают значимость помощи нуждающимся. Да, думают, там, ну, там кто-нибудь поможет, да, или там кто-нибудь это, как-то на других, да, людей сваливают. И расскажите, пожалуйста, вот о своих подопечных, как сложилась их жизнь после помощи. Да, как вот у них было до и как стало после. Вот есть ли такие примеры? Да, есть. Чтобы побудить телезрителей, окружающих, потому что давайте мы всем поможем. Есть, например, вот я ездила в Махсагулах, это Хангаласы, да, по-моему, и там с Абен Бутантая приехала мамочка с 5 детьми. Ну, я приехала к ней с девчонками на машине, и, естественно, помогли продуктами, вещами. Вот после нашего приезда она мне написала через несколько дней, что после вашего приезда у меня изменилась жизнь к лучшему. Что она нашла работу там, мастером маникюра. То есть порой иногда бывает, что чуть-чуть хотя бы человека можно понять. Да? Она сказала, что вы мне такой толчок дали. Замечательно. Как здорово. Виктория, ну действительно, ваша работа, да, ваша помощь не из легких. И, наверное, вот такие отзывы от тех людей, кого мы помогли, наверное, вас именно мотивируют действовать дальше. Ну а сегодня у нас замечательный повод. И не просто так. Ведь сегодня у Виктории свой праздник. Вот такой маленький праздник. Это ее день рождения. И сегодня в эту студию мы приглашаем Асаль Иванову. Она от имени многодетных мамочек пришла в город женщин, чтобы поздравить нашу героиню Викторию Николаеву. Спасибо. Виктория, поздравляем. Очень приятно. От всех многодетных мамочек, и не только многодетных, да, от нашей группы вот мне выпала честь поздравить сегодня нашу Вику, самого светлого, доброго человека. Поздравить вот с днем рождения и с наступающим женским днем 8 марта. И вас также. Желаем Вике дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья, любви. И пусть процветает вот твое благое дело и побольше таких людей, как ты. Ты очень светлый человек. Браво! Мы присоединяемся к поздравлениям. Действительно, Виктория, почаще улыбайтесь. Даже вот сейчас вы сидите такая прям скованная, да? Ведь вы такой скромный человек, ведь, да? А ведь действительно, именно те люди, которые творят добро просто так безвозмездно, зачастую вот скромные. И Виктория у нас этому пример. Мы желаем вам успехов в вашей деятельности. И, конечно, пусть благодарность все-таки возвращается к вам вдвойне. Спасибо. Ну и на этом, дорогие друзья, мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Так, ну вот, хомут у нас практически закончен. Сейчас мне осталось пробить петли. В конце я на себя его одену. Получается вот такая вот деталь. И нам остается только наметить место, где пробивать петли и пуговицы. У нас будет вот так застегиваться. Вот. Вот так это будет. Так, секунду, вот так будет пуговица. Сейчас я это намечу и пробью пуговицу. В принципе, вот он уже закончен. Тепленький, уютненький.
стильный, он такой нейтральный. Вот сейчас уже очень много бомберов, такие куртки, которые без капюшона, без воротника, и чтобы шею немножечко прикрыть, очень подойдет такая вот вещица небольшая. Так что, в принципе, уже все, мы на границе. Ну, в конце эфира одену, покажу. Так что... Итак, ну что, Машенька доделывает свою штучку, как она ее называет. Ну а мы продолжаем наш эфир. И совсем скоро, девочки, не за горами, долгожданный праздник. 8 марта. И наш бьюти-эксперт Яна Мария вновь поделится секретами визажа. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие девушки и женщины! С вами визажист-стилист Яна Мария Назарова. Я использую косметику от Inglot. База под макияж HD желтого цвета прекрасно справляется с покраснениями кожи. Специальные ингредиенты лилии, коры, африканского дерева и гиалуроновой кислоты питают и увлажняют кожу. Тональный крем HD прекрасно скрывает недостатки на лице. Я добавила немножко мерцающего крема для создания сияющей кожи. Благодаря легкой текстуре тон получился идеальный. Оформляем брови тенями. Обязательно фиксируем тушью для бровей. Тушь гармонично скорректирует линии. Новая коллекция от Inglot – хайлайтер, румяна и тени в одном продукте. Этот универсальный хайлайтер подойдет на все случаи жизни. Я наношу его как тени. Чтобы подчеркнуть невероятное сияние, добавим матовых теней. Идеальные реснички на каждый день. Корректор под глаза скрывает небольшие морщины, питая и защищая нежную кожу под глазами. Разноцветная пудра для лица с эффектом загара делает кожу сияющей и бархатистой, создает легкий мерцающий эффект. Универсальная пудра для лица. Ее можно использовать как хайлайтер, румяна и скульптор. Благодаря 5 различных оттенков я использую как хайлайтер. 3 вида сияющих румян идеально адаптируются под тон вашей кожи, придавая свежесть вашему лицу. Без праймера для губ я никуда, ведь он увлажняет и обеспечивает стойкость любой помады. Новая коллекция радует яркостью. Нежная, мягкая формула с матовым эффектом. Она питает кожу, при этом не пересушивая. Весна наступила, и пришла пора ярких красок. Я в огромном восторге от новой коллекции. Невозможно остаться равнодушной. Любите себя и радуйте приятными мелочами. С любовью, ваша Яна Мария. До новых встреч! Всегда после просмотра нашей постоянной рубрики Beauty Time я восхищаюсь, как легко все и просто получается у Яны Марии. И постоянно я потом пересматриваю все и стараюсь примерно так же все это сделать в домашних условиях. У тебя получается? Ну, не всегда. Но именно поэтому я и смотрю эту рубрику постоянно. Да, ну что, а мы продолжаем наш эфир. И тема у нас сегодня замечательная – это «Твори добро». И сегодня в нашу студию мы пригласили Марию Афанасьевну Абдуллаеву. Это замечательная бабушка, которая воспитывает 2 прекрасных внуков. Один из них у нас сегодня в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мальчика садите рядышком. Вот так вот. Мария Афанасьевна, ну не зря мы вас пригласили в студию, ведь во втором блоке нашей программы у нас в студии была Виктория Николаева, основатель некоммерческого благотворительного проекта «Твори добро», с которой вы сотрудничаете уже на протяжении долгого времени. Но перед тем, как мы перейдем к этой беседе, расскажите, пожалуйста, о своих прекрасных внуках, сколько им лет и как вы справляетесь с ними.
Ну, я вот справляюсь не одна, конечно, у меня есть, слава богу, муж. Вот как раз у него тоже сегодня день рождения, пользуясь случаем, хотела поздравить его с днем рождения, ему 60 лет сегодня. Юбилейная Вот. Да, дата вместе еще, с Викой, да, вместе, они рыбы. Ну вот, ну, более случая оказалось, что вот мы воспитываем двоих детей прекрасных. Вот один вот маленький. Как тебя зовут? Ну-ка громче. Как тебя? Мишка его зовут. Да. Мишка у Скажи, нас сколько будет. тебе лет? Замечательно. Ну-ка. О, 3 годика. Тебе ему. 3 годика, Мишки, да? Да. И еще у нас есть вот Ксюшенька, вот дедушка за ней просто в школу пошел, она в 1 классе учится. Отличница. Вообще хорошо учится вообще это. Ну вот, и... Ну, как получилось, что вот мы как с Викторией вот вообще... Ну, мы в принципе-то не жаловались, просто я вот общалась с одной девушкой. Мы даже не знали, что вот есть фонд добра, там вот, в общем, это. И, ну, она вот как-то пожаловалась, что, говорю, у нас вот нету вот это... дров, там вот не могли дрова купить. Там, и как-то вот сама Вика вот вышла на нас, я еще так удивилась вообще, думаю, это, ну, как-то так неудобно же тоже немножко. То есть не бывает, вы, наверное, были немножко шокированы. Да как это так, люди помогают просто так? Ну, я просто удивилась, она говорит, вот вам действительно, я говорю, ну, действительно, даже вообще без понятия были. А потом она приезжает там, ну, как-то даже, ну, непривычно как-то. Что люди приезжают. Да, и потом, и вы знаете, и прямо нам это дрова прямо привезли, представляете? Я вообще, мы Вообще как-то обалдели. перестали люди помощь воспринимать, просто помощь, не деньги, а просто помощь. Да, и потом как лед благо. нам, ведь деньги на лед, и главное продукты, и детишкам, и игрушки там. Мы, конечно, обалдели, дети обалдели, мы вообще это. Конечно, очень приятно, мы прямо вот до того в таком шоке были, прямо аж расплакались. Вообще, Мария Афанасьевна, а как вы считаете, вот вы получаете эту помощь, да? Вот насколько важно людям, вот, которые нуждаются, да, но зачастую, может быть, не могут, да, стесняются, либо, да, обратиться вот в благотворительные фонды, насколько вам важна вот помощь таких людей, которым не безразлична вот именно судьба ваших внуков и вас в частности? Ну, вы знаете, вот как вот мы вообще сами-то за помощью не обращаемся, ну как, вот вообще, ну вообще, в принципе, ну все живем мы, люди такие, в общем, ну нам самим хорошо вообще. Во-первых, нам самим приятно, не знаю, как мы без детей, нам вообще, они нам сами дают радость, там вообще, как без них. И вот, ну я вот хотела сказать, вот вообще, во-первых, Викиному фонду вообще спасибо. Во-первых, это совершенно другие люди, вот, другой склад вообще. Они такие позитивные, такие добрые вообще. Дело в том, что нам еще вот подросток помогает, вот вообще они на мероприятия нас зовут там. Еще Это вот, организация да, тоже, организация подросток, да, вот в общем, это вот напротив Туймады. И потом вот есть еще Союз молодежи, они к нам приезжают, как Дед Мороз и Снегурочка, уже 3-й год. И вот я еще вот что хотела, конечно, вот немножко не по теме, но это про добро все. Вот у нас случился пожар, и вот мы просто пришли, это разыгрывалось это DVD. И я говорю, можно DVD выиграть, а то у нас одни стены остались, да, вот представляете это. И вот это вот Якутск вечерний написали вот нашу заметку. И прямо вот все люди, прямо вообще, давай нам помогать, вообще, я удивляюсь. Я с тех пор вот думаю, как много у нас вообще добрых людей, вот серьезно говорю, вот вообще. И молодежь у нас такая хорошая вообще. С Викушей мы вообще сейчас, вот, вы знаете, она как родной человек, вот совершенно, она всегда интересуется. Как мы вот, у нее же этот самый, вообще тоже мамы, вот, не было, ее бабушка воспитывала, вот. У нее самой 2 детей. Представляете, она вот приезжает и вообще интересуется. И так приятно, это вот как семья. У нас так нет никого. То есть мир не без добрых людей. Вообще, вот просто прелесть, мы очень рады. Вот даже благодаря ей вот мы попали на эту передачу. Вот нас Якутия увидит. Передает такого привет, Ксюшенька, привет, дедушка еще раз. Насколько позитивная Мария Афанасьевна, она воспользовалась моментом, и мужа поздравила, и всю республику, все республики привет передала. Действительно, ну вот, насколько сложно воспитывать 2 ребятишек? Вы заряжаетесь энергией или все-таки вот вы воспринимаете эту историю как, ну не то чтобы, как позитивную историю, что с вами произошло, или все-таки это тяжеловато? Ой, да нет, ну вы что? Конечно, позитив. Во-первых, вот с ними веселишься. Вот я не знаю, но вот мы как дети стали вообще. Мы с ними играем, прыгаем там. Помолодели, вообще, да, вообще это. С дедушкой веселитесь. Да, вокруг печки там бегаем там. Дедушке 60 лет, мы там
припрыжку, там, и на коньки вообще, во-первых. И вот везде, и в зоопарк, везде вот ходим с ними вообще. Такой позитив, и умирать неохота. А если бы не было, да? Не надо умирать, ты зачем? Нет, ну... Ну и, конечно, когда рядом есть добрые Конечно. люди, которые помогают, это вдвойне Вообще веселее. приятно, когда есть такие люди, девочки. Вам тоже спасибо большое вообще. Ну что что? есть такие люди. Просто... Мария Афанасьевна, мы Скажите, долго спасибо. думали, какое добро мы можем сделать с девочками для вас и для вашей семьи. И вот от города женщин мы Чтобы вам передаем подарок вам. Ну, наверное, даже не вам, а вашим замечательным внукам. Ведь какой ребенок не любит сладкое? Но Конечно. здесь, я думаю, сладкого хватит как минимум на пару дней. Ну, конечно, Ну что, Мишка? Нет, если хорошо присесть, Что такое? Спасибо вам, говорю. Спасибо, говоришь. это Так, вам к чаю попить. Ой, корзина переполнена. не забудьте с дедушкой поделиться, хорошо? У него сегодня день рождения. И с сестренкой тоже. И с Спасибо Угощайте, большое Мишенька, вам. это твое. Господи, спасибо большое. Вообще. Прямо жить охота, когда вот такие люди кругом вообще, серьезно. Прямо всего хорошего. Всей республике привет. Викушечки отдельные. Еще раз днем рождения тебя, моя родная. Вот вообще. и на тему дня рождения, у нас вчера у нашего дедушки был день рождения. Я хочу его тоже поздравить. Днем рождения! Да, Город днем Ну Николаев. вот замечательно, у нас эфир, у всех день рождения, праздник. И, дорогие друзья, наш эфир подходит к концу. Не Все, забывайте, махай. пожалуйста, творить добро, и оно обязательно вернется вам и вашим близким. И город женщин старается как можно больше и чаще помогать людям. До новых встреч! Всего доброго! До свидания.